Сцена — это моя жизнь. И оглядываясь назад и видя в глазах родителей радость и гордость, я понимаю, что приняла правильное решение стать артисткой. И это является для меня счастьем. Я родилась в Узбекистане, в городе Ташкент. Мой отец – заслуженный артист Украины Мунир Аблаев. Моя мама – заслуженная артистка Крыма Идия Аблаева. Очень часто меня родители брали на гастроли с ансамблем Хайтарма. Они тогда работали в ансамбле Хайтарма. Отец был артистом балета, она была вокалисткой. Я так гордилась, когда выходил отец на сцену. И я ребенком еще говорила: это мой баба. Ну, то есть мне было так приятно, что вот мой отец, и ему все аплодируют. Да? Также и Анашка, вот когда выходила на сцену, пела. То есть я была горда своими родителями. Я сразу поняла, что я хочу быть хореографом. Это, наверное, мне было на лет 6. В 90-м году отец решил все-таки переехать в Крым, на родину, вернуться. И здесь основали ансамбль «Хырым». Для Бекиров, руководитель, бывший ансамбля «Хырым». Исмет Заатов тогда был, отец мой, Джамиле Ханум Османова. Вот, они основали ансамбль «Хырым». Моя мама Идия Аблаева, музыканты. У них была такая вот идея, да, то есть вернуться в Крым, возродить нашу культуру, да, наш фольклор. И работали не с таким энтузиазмом, настроением. Я еще, будучи ребенком, я помню всех этих артистов, видя за кулисами, да, вот эту жизнь за кулисье. И не только, и сами вот концерты, аплодисменты, да, благодарность зрителя. Мне все хотелось это вот прочувствовать. Меня родители дали в лицей искусств в городе Керчи. Я проучилась там 3 года, мне было 10 лет, то есть с 10 до 12 лет я училась там. Потом меня родители забрали все-таки в Симферополь, вернулась я сюда и отдали меня в школу искусств, тоже также хореография. Я ходила, любила танцы, занималась, то есть мне хотелось. Поступила затем в училище культуры в 1998 году. Я пришла в Татарский театр, в 2001 году я устроилась и начала работать там. То есть я работала и совмещала работу в Крымско-татарском театре с учебой в университете. И так вот я в театре проработала очень много лет, 18 лет. Театр — это что-то такое особенное, с каждым спектаклем или с каждым каким-то выступлением. То есть ты себя чувствуешь все по-другому, это какая-то другая атмосфера. Театр меня научил относиться к жизни, ко всему с легкостью, быть позитивным человеком, добрым. Смыслом своей жизни и моим достоянием — это мой ребенок. А моя дочка, работая тогда в театре, с ее рождением я немножко отошла, конечно, ненадолго от своей творческой деятельности. Пришлось мне где-то, наверное, быть в декрете, наверное, год. Да, но мне так хотелось и нужно было даже, чтобы я вышла на работу. Я очень хотела, честно, я очень рада, что я стала матерью, что у меня ребенок замечательный, но мне не хватало сцены, и театра не хватало очень.
После ухода, увольнения из театра крымско-татарского, я устроилась в вокально-хореографический ансамбль «Таврия». Да, это при Государственной филармонии. Там, конечно, совершенно другие танцы, другой характер, более темпераментные, широко танцуем. То есть это русские танцы, казачьи, Болгария, Молдавия. То есть это все другое. Оно мне как бы близким не было никогда, то есть, да, по духу. Но я очень как-то старалась. Для хореографа это действительно багаж знаний. 2017 год был. Отец попросил меня, чтобы я помогла ему как репетитор в его ансамбле, в детском ансамбле «Тесселли», который он организовал в 1991 году при переезде в Крым. Собрал группу. Ну, сначала было, конечно, мало деток, потом все больше, больше и больше. Мне, конечно, сначала было сложно, но я через какое-то время, буквально, может, через полгода поняла, что это действительно мое, что я хочу преподавать, что мне это нравится, что мне нравится работать с детьми, что они такие благодарные, такие открытые, честные. И у них было, так знаете, такое вот прям желание танцевать. Ансамбль «Тесселли» — это моя вторая семья, дети, без которых я даже не представляю своей жизни, если честно. Мы очень все дружные. Есть у нас дети, которые ходят вообще с 4 лет, им уже по 15, то есть 11 лет. Благодарна за любовь к танцу, к нашему танцу. Они хотят. И я благодарна родителям, потому что они прививают им эту любовь. Я, конечно, благодарна своим родителям, своему отцу за его вот это детище, за ансамбль «Тесселли». И благодарна ему за то, что он хочет и помогает мне и моей сестре Майре. У Майре филиал в Бахчисарае, «Тесселли» ансамбль, она занимается с детьми. Мы друг другу помогаем, мы друг друга поддерживаем. И когда вот видишь, что твой ученик или твоя ученица, твои дети выступают и получают какие-то награды, для меня это является наградой и гордостью. Я горжусь тем, что моя ученица или мой ученик, он лучше меня, ведь ученик должен быть лучше учителя. Танец — это моя жизнь. Это такой уникальный вид искусства, да, с помощью которого мы выражаем свои эмоции, чувства, мимику, движениями. Вдохновляет меня любовь к танцу, любовь к нашему искусству, к музыке. Я очень люблю нашу крымско-татарскую музыку, наши песни старинные. Если честно, я, конечно, уважаю, люблю все культуры, но наша культура, она самая лучшая. Надо как бы ценить, любить свою культуру, свои традиции и уважать, да, свои корни и свою культуру, а не чужую. И нашим детям я говорю, и каждый урок мы постоянно им об этом говорю. Вы должны танцевать свои танцы. Не грузинские, не дагестанские, не какие-либо другие. У вас есть свои национальные прекрасные танцы. Научитесь сначала их танцевать.